ручки, они у нас помечены желто-черной краской, они должны сразу в глаза бросаться. Ну, мы сейчас один коменский ретардом проходили. Вот если наступить, в дальнейшем очень хорошо головой можно удариться, поэтому будьте внимательны, наступать на них запрещено, надо перешагнуть. В закрытое помещение не заходите. Ледокол Ленин, он официально имеет статус, это действующее не самоходное судно, он в составе атомного ледокольного флота по сей день находится. Ну и все требования, как к обычному кораблю, здесь и экипаж есть, работает, поэтому парочку кают посмотрим, остальные кого-то беспокоить не стоит. Ну а мебель, приборы, интерьеры ледокола, это все объект культурного наследия, федерального значения, поэтому приборы на работоспособность проверять запрещено, тумблеры не переключайте, и трубки внутрисудовой связи будут по маршруту встречаться. Здесь связь рабочая, тоже снимать, по ним звонить, кого-то беспокоить не стоит. А фото-видеосъемка везде разрешена, без ограничений. Вот сейчас мы с вами находимся, это помещение столовой команды. Ну, пару слов о ледоколе. Ледокол Ленин – это первое в мире судно с атомной энергетической установкой. Он был построен 3 декабря 1959 году и строился ледокол всей страной, прям в буквальном смысле. Там порядка 500 предприятий различных со всего Союза принимало участие. Построили ледокол в рекордные сроки, в кратчайшие, за 3 года и 3 месяца. Он в 1956 году был заложен. Строился он в городе Ленинграде, на Адмиралтейских берегах. Уже через год торжественный спуск на воду, достраивали ледокол на воде. И по окончанию ходовых испытаний, он их прошел в Финском заливе, 3 декабря 1959 года официально был подписан акт о сдаче в эксплуатацию. Ну и задача перед ледоколом стояла, это проводка судов с народохозяйственными грузами в труднодоступные северные города России. Ну также научно-исследовательская деятельность и аварийно-спасательная. Ну, построили ледокол мощностью 44 тысячи лошадиных сил, он в то время считался самым мощным в мире. Толщиной льда по проекту должен проходить 1,5-1,7 метра. При испытаниях ледокол себя проявил и зафиксировано наибольшее 2,5 метра способен был пройти. Ну, работает с полутораметровым льдом, как по проекту и заявлено. И преимущество этого ледокола – это его автономная работа. Территории замерзают большие, проводка судов у нас осуществляется от Мурманска и вплоть до Японии идет доставка грузов. Вот одной заправки ядерного топлива ледоколу хватало сроком на 5 лет. Рекорд был ледоколом установлен от беспрерывной работы, он 13 месяцев занимался проводкой судов, в порт ни разу не зашел, такое вот возможно. Экипажи, конечно, менялись, это уже ледокол рекорд установил. И находился он в эксплуатации 30 лет, с 59 по 89 год. После 89 года работу он свою завершил. Что касается столовой, то столовой здесь две. Здесь вот рядовой состав ел. И над нами еще кают-компания, столовая для командующего состава. Тоже зайдем посмотрим. Ну, столовой две, еда ничем не отличалась. Как говорят, ели из одного котла. Ну, а в разных местах здесь экипажи работали всегда большие, особенно первые 5 лет. Здесь активно велась подготовка кадров. Уходило по 220-240 человек. Вот первый экипаж 218 человек насчитывал, и это был только плавсостав. Если какая научная экспедиция, исследование на ледоколе, то ученые с прессой по 300 человек работало. Вот две столовые, кормили здесь 4 раза в день и в 2 смены. Днем здесь ели, а вечером столовая превращалась в надворный кинотеатр. Кто вот не на вахте собирались, фильмы смотрели. Ну, также здесь были предусмотрены спортивный зал, большая библиотека, музыкальный клуб для творческих мероприятий. Всегда уходил свой музыкальный инструментальный ансамбль членов экипажа. Вот вечером в клубе это живые концерты, стихи читали, танцы проводили. Танцевать было с кем. Атомный ледокольный флот, он военным не был, это суда гражданского назначения. Вот от всего экипажа около 20% входили работать и женщины. Позже еще был спроектирован, построен плавательный бассейн в задней части ледокола. Это и баня помыться. Для работы отдыха вот все было предусмотрено. Работал экипаж в среднем это 3 или 4 месяца. Длился рейс, потом смена экипажа. Можно было уйти на дольше. Порой рейсы продлевались, это и по 6, по 8 месяцев работать. Но в среднем 4 месяца экипажа меняется. Пойдемте дальше смотреть.